Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Все чаще нешуточные баталии разгораются между управляющими компаниями в споре за управлением многоквартирным домом. При этом управляющие компании забывают о собственниках жилья. О том, как должны проходить выборы управляющей компании многоквартирного дома и как получить перерасчет за некачественные жилищно-коммунальные услуги, спросим у руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Павла Аргунова. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем нашу беседу с такого вопроса. Кто все-таки управляет многоквартирным домом? В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, жилищным фондом, то есть многоквартирным домом, управляют собственники жилых и нежилых помещений. Они могут управлять как самостоятельно, то есть непосредственный способ управления, либо через ТСЖ, ЖСК, либо через управляющую компанию. Ну а как показывает практика, что все-таки лучше для жителей многоквартирного дома? Это непосредственное управление, ТСЖ или все-таки управляющая компания? Это люди сами должны решить. Я как руководитель управления Госстрожилнадзора не могу рекламировать тот или иной вид управления, но могу сказать, что непосредственный способ управления более подходит для небольших домов. Конкретно в законодательстве указано, что непосредственный способ управления на этот способ могут перейти только дома с количеством квартир не более 30. Именно с точки зрения, так сказать, способа управления, я бы, конечно, лично мое мнение, это через управляющую компанию намного удобнее. Скажите, а насколько распространена практика, когда жители оказываются недовольны работой управляющей компании и меняют ее на другую управляющую компанию? Как часто это происходит? Идеальной управляющей компании, к сожалению, у нас нету. Практически по всем управляющим компаниям у нас поступают те или иные жалобы, и, соответственно, люди имеют право менять управляющие компании. Тенденция по смене управляющих компаний из года в год увеличивается. Например, в прошлом году, если где-то порядка 18 домов, по-моему, 19 домов поменяли своих лицензиатов, то в текущем году уже 35 домов поменяли своих лицензиатов. И, соответственно, количество, несмотря на коронавирус, несмотря на ограничения, тем не менее к нам количество поступающих протоколов общего собрания увеличивается. При этом мы видим, что есть фальсификации подписей, то есть поступают к нам соответствующие заявления от граждан о том, что они не участвовали в общем собрании, и их подписи подделаны. И мы, так как в наших полномочиях проверка подлинности подписей, таких полномочий мы не обладаем, такими полномочиями, мы такие заявления перенаправляем в органы внутренних дел. А поясните, как должен проходить процесс выбора или смены управляющей компании, если такое решение приняли жители? Должен быть инициатор. Инициатором обычно выступает либо собственник, по законодательству это один из собственников в этом доме, либо действующая управляющая компания может выступить инициатором. У нас есть такие протоколы, что действующая управляющая компания созывает общее собрание и предлагает перейти в другую управляющую компанию. Даже такие есть протокола. И инициатор должен за 10 дней оповестить всех собственников в многоквартирном доме о том, что будет проходить общее собрание собственников этого дома.
При этом оповещение он должен указать, когда это произойдет, где это произойдет. Повестка общего собрания должна быть. Вот это оповещение инициатор должен направить либо почтой, либо непосредственно в руки жильцам с соответствующей росписью. Очень часто в информационном поле возникает вопрос от жителей многоквартирных домов, за какие дополнительные работы и услуги жильцам могут начислять плату управляющей компании. Есть минимальный перечень услуг. Это уборка мест общего пользования, например, территория перед многоквартирным домом, обслуживание, текущий ремонт, обслуживание мест общего пользования. Кроме того, общим собранием собственников могут быть приняты решения о дополнительной оплате, например, за консьержа, за видеонаблюдение, за какие-то, например, шлагбаум перед домом. Вот такие дополнительные платы, они могут быть узаконены только общим решением, общим собранием собственников многоквартирного дома. Еще один очень важный вопрос. Как производится ежегодная корректировка платы за отопление? В нашей республике, кроме городского округа поселок Жатай, плата за отопление осуществляется равными долями в течение всего года. Если в доме установлен прибор учета, общедомовой прибор учета, соответственно, один раз в год ресурсоснабжающая организация либо управляющая компания должна сделать перерасчет, исходя из суммы оплаченных средств и исходя из расчета согласно показателю общедомового прибора учета. Перерасчет может быть как в сторону минуса, так и в сторону плюса, исходя из показателя. А если возникает ситуация, когда жители недовольны качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, то как они могут требовать перерасчет от управляющей компании? И, насколько я знаю, недавно вступили в силу новые правила этого перерасчета. Да, действительно, с ноября текущего года внесены изменения в порядок предоставления перерасчета. Если ранее практиковались перерасчет и штрафные санкции, то, соответственно, сейчас оставили только перерасчет, так как штрафные санкции они себя не оправдали. И если ранее перерасчет можно было получить за длительное отсутствие услуг, то сейчас можно получить перерасчет и за некачественное предоставление таких услуг. Например, это если из крана течет грязная вода, либо вместо горячей воды течет холодная, либо теплая вода, то, соответственно, можно составить акт и получить перерасчет от ресурсоснабжающей, либо от управляющей компании. Для этого необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу и составить акт. Акт составляется управляющей компанией. Если со стороны управляющей компании данный акт не составляется длительное время, то житель может составить акт самостоятельно с привлечением двух независимых лиц и, соответственно, обратиться в управляющую компанию для перерасчета. Перерасчет делается ресурсоснабжающей либо управляющей компанией самостоятельно. Если остаются какие-то вопросы, то житель может обратиться к нам, управлению Госпрожилнадзора, соответствующие жалобы, и мы можем провести соответствующую проверку. В Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект, где предлагается изменить действующий сейчас порядок выбора управляющей компании. Если этот законопроект одобрят, то насколько это упростит жизнь собственникам жилья?
На сегодняшний день в соответствии с действующим порядком и законодательством при выборе управляющей компании общее собрание собственников должно принять не менее 50% всех собственников. И из этих 50% принявших участие, если большая половина проголосует за определенное решение, то, соответственно, решение принимается и вносятся изменения в реестр лицензиатов. И получается так, что из всей совокупности собственников, если четверть проголосует за, то, соответственно, будет принято решение, и останется 3/4, например, останутся за бортом, либо у них будет иное решение. И из-за этого очень часто возникают вопросы, что друг за другом поступают протокола с разными решениями. В настоящий момент в Госдуму внесен законопроект, в котором предусмотрено, что решение принимается только в случае, если проголосует 50 плюс 1 голос, 50% плюс 1 голос из всей совокупности собственников многоквартирного дома. При этом законодатель думает, что в этом случае вот таких хаотичных изменений управляющих компаний многоквартирных домов уже не будет. Павел Анатольевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». На том, как должны проходить выборы управляющей компании многоквартирного дома и как получить перерасчет за некачественные жилищно-коммунальные услуги, мы говорили с руководителем управления государственного строительного и жилищного надзора республики Павлом Рогуновым. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.